Ровно 8 лет назад этот поединок уже состоялся. Пол Славинский 2 раза пробивает ногу Забита Самедова и отправляет соперника в технический нокаут. Но на этот раз дело обстоит не в Амстердаме, а в Грозном. Ныне уже боец чеченского клуба Самедов встретит поляка почти уже в родном Колизее. Вот этот момент, когда ты слышишь только гул зовущей тебя арены. Там толпа хочет крови и новых героев. Я сражаюсь, чтобы жить. Готовиться к 13-й Грозной битве бойцы Ахмата, как обычно, начали задолго и основательно. За тренировками следят не только наставники, но и президент клуба Абузет Висмурадов, а также и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, порой сам давая советы опытным бойцам. Вместе с чеченскими тренерами принимают участие в подготовке бойцов и приглашенные именитые спортсмены. Организаторы обещают полный аншлаг в Колизее в субботний вечер. Впрочем, пустых кресел не бывало ни на одной из грозных битв. Вот так и сейчас болельщики начали приобретать билеты с самого старта продаж. На Уастене в субботу Грозная битва 13-й хаус бойшан билетчи вечер. Съеда хадах кандидату. Далее этого болдон. Толом дуальцан. Нормально. Дигник рдуала едан суббота. Участник главного поединка вечера Пол Славинский по прозвищу Жало уже в Грозном, имея на своем счету более 100 побед. Настрой у поляка и на этот бой более чем убедительный. Говорит, поединок покажет, что он не зря приехал в Грозный. Я знаю, что многие будут болеть за Самедова, но у меня здесь тоже есть друзья. Я сделаю все, чтобы победить в этом бою и показать настоящее зрелище. Один раз я уже выигрывал у Забита и думаю, что в этом поединке также одержу вверх. Мой соперник хороший боец и в наилучшей форме, но я в себе ничуть не сомневаюсь. Тем временем к приему гостей и участников турнира готовится и сам Грозненский спортхолл. Грозная битва 13 начнется здесь 26 декабря в 6 часов вечера. Зрителям представят 7 поединков по ММА и 3 по правилам К1, в котором пройдет и главные события вечера – матч-реванш Забит Самедов против Пола Славинский. Хамзат Аюбов, Расул Арцухаев, Зелим Закаев. Новости.